Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведем дистанционный урок по истории Казахстана в 5 классе. Меня зовут Нестеренко Анжелика Викторовна, и мы с вами начинаем. Тема нашего урока– это объединение гунских племен. Сегодня мы с вами рассмотрим такой исследовательский вопрос, почему Маде Шаньюй говорил «Земля – основа государства». Данный урок предполагает в себе следующие цели обучения: показывать расселение племенных союзов на карте и объяснять формирование древних государственных объединений. Итак, кто же такие гунны? Откуда они появились? И как они вели свое хозяйство, сегодня мы узнаем на уроке. Гунны– это кочевой народ, который вторгся в 370-х годах из Азии в Восточную Европу. Первое упоминание о хунну встречается в китайских источниках в III веке до нашей эры. Это были воинственные кочевые племена, обитавшие на территории от Тихого океана и Северного Китая до Алтая и Семиречья. Центром расселения этого народа была территория Южной Сибири и Северной Монголии. Обратите внимание на карту, ребята. Эпоха гуннов охватывает период с III века до нашей эры по IV век нашей эры. Если посмотреть внимательно на карту, то мы можем увидеть район расселения гунских племен на территории Казахстана. В основном это восточная часть Казахстана и центральная часть Казахстана. Они проживали в районах реки Сарысу и также озера Зайсан. Также на карте вы можете, ребята, увидеть соседние племенные объединения, которые граничили с гуннами. Получить более подробную информацию об образовании гунского государства вы можете, воспользовавшись этой ссылкой, которую вы видите на экране. Пройдя по этой ссылке, вы перейдете на страницу iTest. Здесь вы можете поработать с конспектом, в котором рассказывается о том, откуда появились эти племена, какую территорию они занимали. Здесь этот конспект можно скачать, и проработать с ним, разобрать основные вопросы. Можно вернуться к предыдущему конспекту, можно следующий конспект открыть и проработать этот материал. А мы с вами продолжаем и возвращаемся к гунским племенам. Сейчас, ребята, я предлагаю вам воспользоваться картами атласа, которые у вас имеются, а также полученной ранее информацией, выполнить следующее задание. Вам необходимо нанести на контурную карту Казахстана территорию расселения гунских племен. Обратите внимание, ребят, на критерии, которые у вас указаны. Первое, вы должны показать расселение племенных союзов на карте. И второе, указать соседние племена. Начали работу. После того, когда вы выполните данное задание, я предлагаю вам самостоятельно оценить свою работу, используя прием мишень. Здесь вы можете оценить свою деятельность. Было ли интересно вам работать с контурной картой? Что вы узнали новое о этих племенах? Было ли вам понятно работать с этой информацией? И активно ли вы участвовали в данной работе? Оцениваете вы по бальной системе от 2 до 5. Выбираете, значит, себе балл, насколько вы справились с тем или иным заданием, и оцениваете свою работу. А мы с вами продолжаем дальше. Гунны – это очень удивительный племенной союз. Как свидетельствуют китайские письменные источники, в середине 1-го тысячелетия до нашей эры на территории Алтая, Южной Сибири и Восточного Казахстана стал складываться союз племен, известных под общим названием гунны. Расцвет гунского государства пришелся на III век до нашей эры, когда в результате ожесточенной войны с Китаем Маде объединил разрозненные племена гуннов и пришел к власти, приняв верховный титул правителя гуннов Шаньюй. Таким образом, основателем гунского государства считается Маде. Посмотрите внимательно на фотографию, как выглядел этот человек. Вот посмотрите и попробуйте самостоятельно составить словесный портрет Маде. На ваш взгляд, какими характеристиками он мог обладать? Что это был за человек?
Чтобы получить более подробную информацию об этом уникальном правителе, о гунских племенах, я предлагаю вам поработать с видеоматериалом. Для этого вы должны пройти по этой ссылке, которую вы видите на экране. Здесь мы получим более подробную информацию о гунских племенах. Гунны. В истории хорошо известно имя Гуна. Историческое название этого исчезнувшего народа – гунны. В IV веке до нашей эры, в III веке нашей эры огромные пространства Центральной Азии от юга Монголии до Каспия населяли различные племена. Одно из них – гунны. По китайским источникам слово «хунну» или «сунну», то есть «гун», происходит от названия реки Архон, находящейся в современной Монголии. Основные сведения о происхождении, военных походах, быте и культуре гуннов ученые черпают из китайских источников, в частности, исторических записок Сыма Цяня, жившего во II веке до нашей эры, и римского историка Аммиана Мацерина, давшего красочное описание народа гунн. Согласно письменным источникам, гунны объединили 24 рода и ко II веку до нашей эры владели огромной территорией от Забалкарья до Тибета, от восточного Туркестана до среднего течения реки Хуанхэ. В III веке до нашей эры во главе гунских племен стал Шань Юй по имени Моде. При Моде и начинается период гунских завоевательных походов. После победы над соседними племенами Моде вторгается в Китай, затем покоряет соседние племена и занимает огромную территорию. Вторыми лицами государства после Шань Юя были Тюмень-Баса, темники. Ими являлись обычно сыновья правителя или его близкие родственники. Они возглавляли 24 рода, а все 24 темника подчинялись лично Шань Юю. У каждого темника имелось по 10 тысяч вооруженных всадников. Темник назначал тысячников, сотников и десятников. Все мужчины были приписаны к какому-нибудь отряду. Каждый должен был заниматься воинскими упражнениями, иметь при себе оружие, лук со стрелами, саблю и копьем. Государство гуннов строилось по военному принципу. Оно было разделено на левое, центральное и правое крылья. Правящий слой империи состоял из равноплеменной знати. 3 раза в год все вожди, военачальники собирались у Шань Юя для принесения жертв предкам, небу земле, духам людей и небесным духам. Все собравшиеся были родственниками Шань Юя. Они обсуждали государственные дела. В гунском обществе появляется частная собственность на скот и землю, и, следовательно, имущественное и социальное неравенство. Для содержания аппарата управления взимались налоги. Имелась хунну и письменность. В IV-III веках. Таким образом, мы с вами получили очень подробную информацию о географическом расположении гунских племен, а также информацию о том, какое было общественное устройство в этом племени. Вот сейчас, ребят, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Я предлагаю поиграть со мной в игру, которая называется «Историческое лото». Вы когда-нибудь играли в лото? Вот сейчас попробуйте. Смотрите, перед вами игровое поле, на котором написаны определенные термины. Шань Юй, 24, Моде, старейшины, темники, народное собрание. А также имеется ряд бочонков и соответствующие вопросы. Ваша задача прочитать вопрос. Например, какой титул носил заместитель правителя гуннов? Соответственно, вы берете, так как первый вопрос, вы берете первый бочонок. И на этом лото ищите правильный ответ. И этот бочонок вы должны поставить, значит, на тот ответ, который считается правильным. Обратите, пожалуйста, внимание, ребята, на критерии оценивания. Вы должны указать титул правителя гуннов, указать титул заместителя правителя, указать титул правителей рода и перечислить институты власти. Таким образом, вы должны заполнить все это поле бочонками. Приступаем к работе. После того, когда вы закончите эту работу, я предлагаю вам самостоятельно проверить, справились ли правильно вы со всеми заданиями. Для этого мы используем
самопроверку. Если у вас бочонки расположены в таком же порядке, значит, с заданием вы справились абсолютно верно. Сейчас, ребят, я предлагаю вам оценить свою работу с данным приемом. Выберите то поле, которое вам больше всего подходит, и оцените от 2 до 5. Оценили? Молодцы. На этом наш урок подходит к концу. Чтобы получить более подробную информацию о гунском обществе, я предлагаю вам поработать с этими ссылками, где вы можете получить более подробную информацию о географическом расположении этих племен, системе правления внутри государства, о правителях этого государства. И, конечно же, можете закрепить знания, используя приложение iTest, где вы можете пройти тест на закрепление материала. Ваше домашнее задание на странице 115-116 прочитать текст и пересказать его, и написать эссе не меньше 20 слов, почему Маде Шаньюй говорил: «Земля – основа государства». На этом наш интерактивный урок подходит к концу. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!